Визит любого британского политика в Кыргызстан, как правило, всегда сопровождается повисшим вопросом, когда же, наконец, Лондон выдаст Бишкеку Максима Бакиева. Этот вопрос актуален в последние 6 лет с момента, когда сын бывшего президента попросил там политическое убежище. На днях, отметив, в Бишкеке с рабочим визитом побывал министр по международному развитию Соединенного Королевства Десмонд Свейн. И даже если о Максиме Бакиеве с ним наши чиновники на этот раз не говорили, избежать вопросов о нем британскому гостю не удалось. Впрочем, ничего нового в его ответе не прозвучало. В Великобритании есть полное разделение власти. Этот вопрос является судебным, а не политическим. Судебная система отделена от ветви власти, которая зависит от политиков. Поэтому, если кто-либо хочет чьей-то экстрадиции или чтобы кого-то привлекли к ответственности, то необходимо предоставить суду доказательства, соответствующие высоким стандартам международного права. Это крайне важно для решения подобных вопросов. В октябре 2014 года практически то же самое говорил и британский министр юстиции по делам гражданского правосудия и правовой политики лорд Эдвард Фолкс. Он, напомним, отметил, что пока в Кыргызстане не будут независимых судов, честное правосудие и соблюдение прав человека, ни о какой экстрадиции речи быть не может. Доля правды в этих словах, как говорят наши эксперты, разумеется, есть. Но все же Лондон, на их взгляд, отказывая Кыргызстану выдавать Бакиева, больше руководствуется геополитическими интересами, нежели чем личной судьбой сына беглого президента. И, возможно, когда Британии это действительно будет выгодно, то Максима Бакиева экстрадируют сразу же, безо всяких оценок судебной системы нашей страны. Поэтому, прежде чем на кого-то пенять, надо сперва на себя посмотреть. Если, начиная от ООН, даже тот Лукашенко и тот обвинил, говорит, вы же не демократическая страна, говорит, я, говорит, демократ. Лукашенко сказал, правильно, да? Он сказал, я демократ, а вы, извините меня, вы проведите у себя судебную реформу. Вы не можете нормально расследовать и нормально привести. Это говорит о том, что проблемы-то в нас сидят. И вопрос как раз касается компетентности, профессионализма именно наших следователей, именно наших руководителей правоохранительных органов. Такое же мнение разделяет и юрист Кайрат Осмоналиев. По словам, визит Десмонда Свейна все же немного отличается от предыдущих визитов его коллег. Приехал он не с пустыми руками, а с твердым заявлением, что Великобритания для развития кыргызского парламентаризма профинансирует программу на 8 миллионов фунтов стерлингов. Такой шаг Лондона, по словам Осмоналиева, с небольшой долей вероятности можно расценивать как и готовность властей Туманного Альбиона, так сказать, поработать по вопросу экстрадиции Максима Бакиева. Хотя утверждать так приходится с большой натяжкой. Другой вопрос, как Кыргызстан, вернее Генпрокуратура страны все это время готовила и отправляла запросы в Лондон. А вообще, я думаю, что Генеральной прокуратуре лучше бы озаботиться другим направлением работы, а именно, значит, это вот провести работу на то, чтобы заморозить счета, которым пользуется Максим Бакиев, потому что это наворованные деньги у нас с вами, у Кыргызстана. Вот если прокуратура наша была более компетентна, она бы занялась бы этим вопросом, чтобы этот господин Бакиев там не жировал, извините меня, не покупал вот эти особняки, а жил тем, что он там сам зарабатывал. Напомним, Максим Бакиев в Кыргызстане осужден на пожизненный срок. Это и за апрельские события, и за банковские махинации с выведением из страны многомиллионных сумм, и за покушение на убийство британского бизнесмена Шона Дейли. В апреле 2014-го, напомним, был вынесен вердикт Первомайского суда столицы. Казалось бы, откровенно уголовщина и никакой здесь политики, но Лондон все равно не преклонен. Как говорят эксперты, если наш союзник Минск, с которым в рамках СНГ есть договоренность о взаимной выдаче преступников, откровенно игнорирует запросы Бишкека об экстрадиции Курманбека Бакиева, то верить в то, что это сделает Великобритания, похоже, уже не стоит. Манас Ачгитов, Манас Бакешев, НТС.